Афганистан. Десятки теологов собрались в Кабуле, чтобы осудить изображение пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Теологи потребовали закрытия французского посольства в Кабуле до тех пор, пока журнал и французское правительство не принесут извинений. Исламские экстремисты убили 12 человек в парижской редакции «Шарли Эбдо» в ходе теракта 7 января. На обложке журнала, вышедшего после убийства, изображен Мухаммед, роняющий слезу. На северо-западе Пакистана беженцы из Северного Вазиристана выразили озабоченность в связи с невзгодами и лишениями, которые они испытывают в зимний сезон. В городе Бану беженцы подвергли критике местные власти за то, что их не обеспечили теплой одеждой и запасами продуктов питания. Около миллиона жителей племенной области Северный Вазиристан переселились из своих домов в Бану и другие районы из-за того, что в их области в минувшем июне начались широкомасштабные военные операции. Провинция Бабиль, центральный Ирак. Начальник местной полиции Рияд Аль-Хегани пригласил журналистов на экскурсию по области, отвоеванной у боевиков исламского государства в октябре. Хегани сказал 21 января, что 2 армейских полка, 1 полицейский полк и вооруженные волонтеры будут задействованы в районе Бухайрат. Бухайрат является стратегически важной областью, которую пересекают автомобильные и железные дороги, ведущие из Багдада на юг страны. Таджикистан. Министр промышленности Шавкат Бабазада заявил, что правительство рассматривает предложение Китая о возобновлении производства на химическом заводе в Таджикистане. Бабазада сообщил в Душанбе собравшимся журналистам, что приостановка поставок природного газа из Узбекистана вынудила завод «Таджик-Азот» прекратить в прошлом году свою работу. По его словам, Китай предлагает для мощностей завода использовать уголь. «Таджик-Азот» в свое время один из крупнейших производителей сельскохозяйственных удобрений в Центральной Азии был в прошлом году национализирован.